Еще раз заостряем ваше внимание на продолжительность этого разговора, так как некоторые вопросы до конца еще не решены. Этот вопрос обсуждают не первый год. Учебники по татарскому языку не внесены в федеральный перечень. Они считаются учебными пособиями. Еще в прошлом году Минтимер Шаймиев просил ускорить этот процесс. В единой стране, значит, одни учатся по учебникам, а мы пособия. Ведь обещали и должно было уже, значит, переход обеспечиваться. Как тогда объяснили в Минобре, учебники должны пройти федеральную экспертизу. Процедура долгая, сложная, требующая финансовых затрат. Это полноценный учебно-методический комплекс, который представляет из себя полноценный учебник, методическое пособие для учителя, электронный учебник и аудиовизуально еще у нас диски еще есть. По ним ученики начальных классов смогут в интерактивной форме изучать язык, историю республики, страны и мира своего народа. Упор в обучении на умении общаться. Теперь слово за Москвой. Сейчас ждем решения научно-методического совета. На днях, я думаю, все равно заседание данного совета должно быть. И надеемся, что в федеральный перечень эти ученики войдут. В этом случае преподавать по новым учебникам начнут в сентябре. Сегодня депутаты, эксперты и директора школ обсуждали еще одни изменения в федеральных стандартах. Снизилось общее количество часов, по которым можно обучать родному языку. Например, вот какое расписание ждет ученика 6 класса в школе Адамнар. На русский язык и литературу у нас будет отводиться 9 часов. На иностранный язык остается всего 3 часа. И более того, к сожалению, под дисциплину родной язык не превышает 1-2 часов с учетом и использованием школьного компонента. На сегодняшний день эта проблема острейшая. Если мы действительно не отреагируем на нее вовремя, постфактум будет уже действительно невозможно это сделать. Есть закон образования, школа сама разрабатывает, утверждает, например, там где 2, где 3. Мы говорим 2+1 минимум, 2+1, потому что меньше чем иностранные языки изучать свой родной язык, это недопустимо. Как отметил председатель комиссии при президенте республики по вопросам сохранения и развития татарского языка, главное не только часы, но и качество обучения. Можно учить 4 часа в неделю, и ребенок ничего не усвоит, а кто-то может и за 2 часа влюбить ученика в предмет. Поэтому нужно искать талантливых учителей, помогать им развивать свой талант. Этим всем нам нужно заниматься системно. Марат Ахметов отметил качество новых учебников. Их авторы подошли к разработке на самом высоком уровне. Сейчас на очереди учебники для средних классов. Они скоро отправятся в Москву для включения в федеральный перечень. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.